Подарки младенцам, лекарства для льготников, недостаток кадров в образовании и медицине. Вот лишь часть тем, которые затронули на прямой линии с заместителем председателя правительства Коми Ларисой Карачевой. Она прошла накануне в нашем эфире. Зампред правительства ответила на вопросы жителей со всей республики. Подробнее Александр Карепин. От скорых в Удорском районе до дистанционного образования. Вопросы к зампреду правительства Ларисе Карачевой в основном социальные. Первый – о новых мерах поддержки рождаемости. В Коми в 2022 появятся подарки новорожденным. Эта мера уже есть в более чем 40 регионах страны. Свыше 7 тысяч семей, по данным правительства Коми, получат такой подарок в этом году. Туда войдут постельное белье для новорожденного, пеленки, распашонки, подгузники, косметические средства для ухода и для купания. Все эти предметы будут упакованы в коробку-бокс, которая первые дни, может даже недели, при необходимости послужить детской кроваткой. Подарок будут вручать на каждого ребенка и независимо от уровня дохода семьи. Никого из родителей не обидят. Еще один социальный вопрос – лекарства для льготников. Из-за проблем с аукционами и логистикой медикаменты долго доходят до нуждающихся. Сейчас госаптеки Коми, наконец, сами закупают препараты. Плюс совсем скоро пациенты смогут даже получать положенные лекарства в частных аптеках. Инструмент, позволяющий государственным аптекам приобретать лекарственные препараты, уже работает. Министерством здравоохранения передана часть полномочий этому предприятию. А механизм, по которому пациенты смогут приобретать препараты в коммерческих аптеках, должен будет заработать, я думаю, к концу лета. Несколько вопросов были посвящены непростой кадровой ситуации в образовании и здравоохранении. К действующим программам зрители предложили новые выплаты, которые помогут в том числе закрепить специалистов в Коми. Усть-Куломское представительство Коми Войтер предлагает ввести соцподдержку для тех, кто строит себе дом. Стройматериалы, как известно, серьезно подорожали. Такое предложение я услышала сейчас впервые, и я думаю, что оно заслуживает того, чтобы мы его проработали. Оно действительно может быть интересным, и оно действительно полезно и нужно для наших молодых специалистов, тех, кто решил остаться, построить себе дом. Я думаю, что именно у нас должна быть ставка именно на таких специалистов. Прямые линии с руководителями министерств и ведомств проходят по поручению главы Коми Владимира Уйба. Гостем на прямой линии в следующую среду будет мэр Инты Владимир Киселев. Свои вопросы можно оставить в общественных приемных главы республики и в официальном сообществе Центра управления регионом Республики Коми. Александр Карепин, Евгений Стокас, телеканал Юрган.